Ассалам алейкум. Не были князья в Чечне? Спрашивают. Расскажи настоящую историю Ичкерии, Нохчи-Мах, начиная с истории аварских нуцалов, которые пригласили чеченцев на свои земли, на каких феодальных условиях, налог граят, как основали селение, на каких правах. Ну, короче, понятно. Существуют письменные источники 19 века, в частности, это Максимов, Иванов. Они пишут про освоение Ичкерии, местности Ичкерии, приводят чеченские легенды, записанные от стариков. При этом они относят эпоху заселения Ичкерии, Нохчмахка, за 300 лет до своей эпохи. То есть, если от 1870-х годов отнять 300 лет, то это получается конец, вторая половина 16 века. И вот в этот период чеченские субэтнические группы тайпы начали осваивать Ичкерию. И все авторы об этом пишут, и другие, и Политов, там их много этих авторов, они свидетельствуют, что чеченцы застали эти земли пустыми. Кроме диких зверей там никто не жил. Только в Андии жила одна семья. Больше жителей не было. Это касается и других мест, Качкалыка и так далее. Не только Нохчмахка, не только Ичкерии. Никаким аварским ханам чеченцы дань не платили. Это последующая история показывает, что платили ли чеченцы кому-то дань или нет. Все, кто утверждает, что чеченцы кому-то платили дань, это подонки, чечено-ненавистники, враги чеченского народа. Чеченцы не такой народ, чтобы кому-то платить дань. А тот, кто хвастается тем, что вот у них какие-то князья были, он по факту хвастается тем, что они были холопами. Если у вас были князья, то у вас были холопы. И, естественно, князей советская власть всех истребила, никого не осталось. И те, кто сегодня хвалятся своими князьями, они являются холопами этих князей и потомками холопов. И вам, как потомкам холопов, потомкам крепостных крестьян, говорить что-то про чеченцев, которые в течение столетий непрерывно проливают кровь за свою свободу, жертвуя жизнями и даже землями, которые к вам отходят по воле империи, не вам в чем-то попрекать чеченцев. Вот что я скажу по этому поводу.